В нашем данном видео мы бы хотели с вами поделиться с одним очень легким, примитивным и общедоступным методом для того, чтобы сохранить плоды помидоров от сгнивания, от других разных болезней, которые он может получить во время созревания и во время контакта с землей. Когда мы поливаем грядки помидоров, естественно, почва увлажняется, и если не применять подстилку в таком виде, плоды помидоров могут иметь контакт с влажной почвой, они могут там оставаться до созревания, и они, естественно, могут загнивать. Для того, чтобы этого не происходило, мы у себя на участке каждый год применяем этот метод. То есть для подстилки используются разные материалы в виде веток или дрова сухие. Можно их найти в любом хозяйстве. И они доступны в каждом доме. Их можно просто собрать и можно использовать для таких вот подстилок. До применения такого метода они выглядят вот в таком вот виде. Они же достаточно взрослые помидоры, хотя этот метод применяется, когда они еще маленькими, но несмотря на то, что мы немного опоздали, мы все же использовали этот метод для того, чтобы сохранить плоды помидоров. Мы для этого метода мы использовали сухие ветки от растения. Эти растения были в прошлом году собраны, и они уже сухие, от них уже вот в таком виде они выглядят. У них уже семена выпало, они являются невредными, они безвредны и для почвы, для рассады, и они очень легкие. Их можно спокойно поднять, их можно спокойно транспортировать от одного места на другое и сделать маленькие тюки для того, чтобы подстелить уже под рассадой. Мы использовали вот этот материал, и исходя из размера ширины там грядок или места, где будет находиться эта подстилка, то есть любой может использовать, посмотреть и в нашем варианте для каждого ряда у нас уходило примерно где-то 40 или 50 штук вот таких вот веток. Длинные, они в длину составляют по 2-3 метра, некоторые даже длиннее. Осторожно надо их ставить под рассадой, потому что помидоры рассада, она очень нежные, они быстро ломаются, и надо быть очень осторожным. А во время, когда вы кладете эти ветки, посмотреть, чтобы помидоры рассады, чтобы они не навредились, не сломались. Такие подстилки, они также подавляют сорняки, они помогают сохранить влагу в почве в каком-то проценте, и они не вредны для основного растения. И можно применить в любом участке, в любом месте, у кого есть материалы для этого, желание, конечно. Этот метод помогает получить плоды помидоров в хорошем состоянии, так как помидоры, когда поспевают, при поспевании они уже будут находиться на этих ветках, и контакт с почвой не происходит. Вот такой метод мы бы хотели вам показать. Вот таким образом выглядит весь участок, где использованы эти ветки.
Их можно легко убирать. После того, как закончится сбор урожая помидоров, их можно легко собрать. Они много особого труда не требуют. И, естественно, мы рекомендуем своим знакомым, друзьям, близким вот такой вот метод. Для того, чтобы получить целые невредимые помидоры.